Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах выпуска. Семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, получат ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Владимир Путин подписал указ о пособии. Грузоподъемность ледовых переправ в Якутии планируют снижать с 4 апреля. Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, возобновила работу по приему плановых больных. Чемпионка первенства республики по гиревому спорту живет в Нерюнгри. О планах спортсменки расскажут наши коллеги. Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет, предоставляемым нуждающимся по социальной поддержке. Согласно указу, за выплатами смогут обратиться семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер выплаты в зависимости от обстоятельств может составлять 50, 75 и 100%. Правительству в этой связи поручается утвердить примерный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты. Также президент России поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании по ситуации в авиационной отрасли. Глава государства уточнил, что речь идет о рейсах, которые состоятся с апреля по октябрь текущего года. По мнению Путина, объем внутрироссийских авиаперевозок в этом году должен вырасти, а пассажиропоток должен составить не менее 100 миллионов человек. Сроки снижения грузоподъемности на ледовых переправах и автозимниках федерального и регионального значения скорректировали в республике. Предварительно его начнут с 4 апреля. При этом ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта. В арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля. Автомобилистам настоятельно рекомендуют не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Посмотрев сегодня ледовые переправы Якутск-Нижний Песях на предметы целостности льда, ледовой переправы самой, резервных полос, было принято решение отсрочить срок понижения ледовой переправы, так как состояние льда и данный осмотр показал, что она полностью пригодна и работоспособна на все свои 100%. Также было принято решение по переносу срока понижения тоннажа на данной ледовой переправе, так как состояние ее хорошее. Более 6 тысяч тонн дополнительного объема дизтоплива смогут хранить в Накыне. В марте на промплощадке установили мягкие резервуары. Они не металлические, а из полимерного материала. Коллеги узнали о преимуществах емкостей. Одна из первых автоцистерн сливает топливо в так называемую мягкую нефтебазу. Новые резервуары в Накыне установили в рамках увеличения объемов хранения дизельного топлива. В декабре месяце мы прошли инвестиционный комитет, и в самые сжатые сроки, это ровно 3 месяца, с даты принятия решения до возведения резервуаров и уже их начала заполнения у нас заняло 3 месяца. Хочется сказать, что это очень амбициозный проект. Приложили, конечно, максимальное усилие и работники УМТСа, и Мирнинско-Нюрбинского ГОКа. Проект и правда амбициозный. Новые резервуары устанавливаются быстрее металлических и отвечают требованиям промышленной и экологической безопасности. Благодаря таким емкостям в Накыне смогут разместить более 6 тысяч тонн дополнительного дизельного топлива. В одном мягком резервуаре хранится 250 кубических метров дизельного топлива. Для сравнения, в тех, что сзади меня, топлива в 8 раз больше. Главное преимущество мягких – они мобильны. Их можно разобрать, увезти и поставить на любом другом объекте Алроса. Всего алмазная компания установила в Накыне 31 мягкий резервуар, каждый из которых прослужит не меньше 8 лет. Резервуары установила якутская компания «Политехника Дальний Восток». Это единственное в мире предприятие, которое занимается подобным в арктических условиях. Компания зарекомендовала себя в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведущие российские компании хранят топливо в таких резервуарах. Большая радость для нас, что наш опыт и экспертиза в совокупе принесли такой большой проект, и мы реализовали его для нашей родной
акционерная компания «Алроса». Ну и вообще реализация проекта в Республике Саха-Якутия имеет двойной эффект. Это как и социально-экономический эффект имеет, ну и по налогам. До закрытия зимника все мягкие резервуары заполнят топливом. Новые резервуары позволят на Кынской площадке выполнять все производственные планы. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». На руднике Айхал в этом году увеличат объем добычи руды. Руководство планирует прийти к показателю 650 тысяч тонн, на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего плана. Об этом на хозактиве комбината рассказал директор Айхальского горно-обогатительного комбината Евгений Денисов. Помимо увеличения добычи, в планах комбината ликвидировать хвостохранилище 8-й фабрики и рекультивировать нарушенные земли. Для этого сотрудники построят водовод и насосную станцию. Также на собрании АГОКа выбрали делегатов на собрание хозактива «Алроса». Напомним, он состоится в мае. Компания принимает вопросы от работников по горячей линии или через корпоративные группы. В этом году мы должны провести опытно-промышленные испытания по увеличению высоты камеры, что нам непосредственно даст прямой экономический эффект, связанный с снижением объемов проходческих работ, и позволит с одной камеры вынимать больше руды. И продолжить у нас необходимо строительство минусового горизонта. Мобильный офис социальной газификации примет заявки на Комсомольской площади в Якутске. Завтра с 12 до 16 часов специалисты компании «Саха-Транснефтегаз» будут принимать горожан на консультации. Также можно будет подать документы на бесплатное подведение газопровода к земельному участку. Подать заявку также можно онлайн, там же опубликована вся необходимая информация. Напомню, по программе социальной газификации, введенной президентом Владимиром Путиным, отменяется плата гражданами за проведение газопровода к границе земельного участка. Внутри земельного участка работы по-прежнему выполняются собственником домовладения за свой счет. Назальную вакцину от коронавируса зарегистрируют в России в ближайшие дни. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что сейчас готовятся обновленные методические рекомендации по ревакцинации от коронавируса, куда может войти этот вид вакцины. По словам главы Минздрава, предполагается, что назальная вакцина будет применяться преимущественно для ревакцинации. В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В марте текущего года Центр подал документы для регистрации препарата. Перейдем к эпидобстановке. Как сообщает Оперштаб, за сутки в республике выявлено 338 случаев заболевания COVID-19. Из них 26,5% новых случаев зарегистрировано в городе Якутске, в районах 73,5%. За сутки выздоровели 470 человек. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Низкие темпы ревакцинации в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Аймиконском районах и в городе Якутске. Более месяца назад в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 в Якутии и снижением количества пациентов с коронавирусной инфекцией республиканская больница номер 2 Центр экстренной медицинской помощи возобновила прием плановых больных. Прием граждан начали все узкие специалисты больницы. Ульяна Шагина с подробностями. С начала пандемии, с марта 2020 года, республиканская больница номер 2 не приостанавливала прием экстренных пациентов. Между тем, многие отделения, принимающие плановых больных, были закрыты, а врачи направлены в красные зоны. Сегодня отделения открываются. Это значит, одна из крупных больниц Якутии начинает работать в полную мощь. Мы начали плановый прием, обследование, отбор этих пациентов проводится в отделении медико-хирургического центра, где в первую очередь осматривается врачом, ставятся показания для оперативного лечения и начинается подготовка к госпитализации. За месяц в Центр экстренной помощи обратилось более 3000 пациентов со всей республики. Августина Герасимова с Момского района приехала с направлением в отделение неврологии. Приняли сразу же. За неделю заметно полегчало, признается женщина. После ковида скривление лица, поэтому меня срочно отправили. Я
24 прилетела и сразу же вечером поступила сюда в неврологическую. С пятницы уже лечение назначили, все. Вот за неделю у меня уже все лицо, это все в норме, очень хорошо лечат, массаж, физио, лечебные упражнения делают. Неврологическое отделение также приостанавливало плановую госпитализацию больных во время ковида. Начали работать в полную силу с января месяца. В месяц сюда поступают около 70 человек с неврологическими патологиями. Пациенты поступают с различными заболеваниями головного спинного мозга. У нас в отделении есть центр рассеянного склероза, куда пациенты поступают при обострении, и мы применяем препараты, Питерс называется. И также пациенты поступают после травм головного спинного мозга, пациенты с эпилепсией. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция снизила свои показатели, не исчезла полностью. Так что врачи придерживаются особых санитарных норм. К примеру, запрещены встречи с родными, а также масочный режим действует в каждой палате. Ульяна Шагина, Екатерина Амосова, Григорий Охлопков, Якутск. Месячник по борьбе с туберкулезом продолжается. Вопреки бытующему мнению, эта болезнь не является социальной. Жертвами инфекции становятся граждане разного возраста, достатка и профессиональной принадлежности. В Алдане в противотуберкулезном диспансере провели просветительскую акцию под символом белой ромашки. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Как защититься от туберкулеза и для чего необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование? Буклеты с разноплановой информацией разработали и подготовили сотрудники Алданского противотуберкулезного диспансера. Буклеты медработники раздавали жителям города. 24 марта отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно. И в рамках этого дня мы сегодня провели акцию, направленную на повышение осведомленности населения, как важно проходить флюорографическое обследование, чтобы вовремя выявить туберкулез. В Якутии продолжается месячник по борьбе с туберкулезом. На ближайшие недели алданские специалисты запланировали множество мероприятий. Акцент в профилактической работе будет ставиться на молодежь. Конечно, полезно. Есть некоторые, бог его знает, что чихает. Может, его изолировать уже надо. Поэтому, мне кажется, полезно. Медработники подчеркивают, каждый должен помнить, от инфекции не застрахован никто. Коварство туберкулеза заключается в том, что длительное время картина болезни может оставаться неяркой и не вызывать тревоги. Обнаружить заболевание на ранней стадии позволяет только медицинская диагностика. Флюорографическое обследование нужно проходить ежегодно. Конечно, ежегодно. Я прохожу ежегодно. Эпидемиологическая ситуация по распространению туберкулеза в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Показатели по заболеваемости и уровню рецидивов снижаются, статистика по излечиваемости улучшается. Основной акцент в работе врачи-фтизиатры ставят на профилактику и раннее выявление инфекции. Медицинскими осмотрами охватываются все категории населения. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Набережную Ленска отремонтируют к осени. Работы завершатся 15 сентября. Администрация города заключила контракт с подрядчиком. Более 3 километров набережной обновят от речного порта до спуска к пляжу. Подрядчик отремонтирует и покрасит парапет с 2 сторон. По необходимости заменит сломанные ограждения. Будет демонтаж старой штукатурки, монтаж, улучшенная штукатурка, шпаклевание и покраска. Третий форум «Транспортные системы и дорожная инфраструктура Крайнего Севера» завершается в Северо-Восточном федеральном университете. Ректор Анатолий Николаев обратил внимание, что специалисты автодорожного факультета проводят социально значимые научные исследования. Их опыт обеспечивает экспертное сопровождение в принятии важных управленческих решений в республике и стране. Около 65% территории России занимает зона вечной мерзлоты, оказывающая колоссальное влияние на качество и долговечность функционирования дорожных инфраструктур. По мнению Анатолия Николаева, необходимо обеспечить устойчивое развитие Крайнего Севера на основе инновационных решений в области проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. Форум посвящен 15-летию автодорожного факультета СВФУ. Более 70 докладчиков представили результаты своих исследований. Самое главное достижение форума, которое мы прописали
самой первой резолюции в 2018 году, это то, что, ну, наверное, вот впервые вот системно обратили внимание на потенциал научных и образовательных организаций в области научного сопровождения строительства и эксплуатации автомобильных дорог. Создан научно-образовательный консорциум научных образовательных организаций. И сегодня вот мы получаем заказы на проведение лабораторного анализа, экспертизы в области ремонта, строительства автомобильных дорог как в городе Якутске, так и на региональных дорогах. Дополнительно 30 стационарных камер фото- и видеофиксации установят на дорогах республики до конца 2024 года для снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Они появятся на участках, где аварии происходили чаще всего. Это дороги в Якутске, Нерюнгри, Нюрбе, Бердигестяхе, Верхневилюйске, Итык-Кюэле, а также отрезки региональных и федеральных трасс. Кроме того, 8 камер будут фиксировать непристегнутый ремень безопасности. На эти цели направят 50 миллионов рублей в этом году, 78 миллионов в следующие 2 года. Между тем, для предотвращения ДТП сотрудники госавтоинспекции Якутска провели профилактическую акцию в Ледовом городке. Инспекторы рассказали в игровой форме о правилах дорожного движения, провели викторину и конкурсы для самых маленьких участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям контролировать досуг детей во время весенних каникул, исключить факты бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. Решили им напомнить соблюдение правил, решили напомнить, как правильно переходить проезжую часть. В особенности напомнили, что надо, прежде чем переходить, надо убедиться, что все водители их пропускают. Да? Ну и провели игры. Игры – это на внимательность и на то, чтобы они вспомнили наши правила. Также было обращение к родителям о том, чтобы на одеждах были световозвращающие элементы и чтобы они обязательно закрепили детей в салоне автомобиля. Выставка картин художницы Марии Кураевой прошла в Краеведческом музее Ленска. Посетители отметили талант художницы и выразили восторженные отзывы. На выставке побывала и Светлана Балеева. Этот день для Марии стал особенным. Персональная выставка совпала с ее днем рождения, поэтому праздник получился двойным. На выставке было представлено 39 картин, ровно столько, сколько исполнилось лет именинницы. Картины художницы написаны в разных техниках, от акварели до живописи. Эта выставка немножко о прошлом, о настоящем и о будущем, потому что работы присутствуют разные, графика и живопись, и каждый, может быть, найдет именно что-то для своей души. Так как житель Владивостока, я очень скучаю по морю. И, конечно, здесь, вдали от моря, мне очень хочется и чаще видеть его, быть ближе. Поэтому я много пишу морских пейзажей. Но и Лену, да, она меня очень вдохновляет. Конечно, я уже привыкла немножко к этой красоте северной, немножко суровой. На открытие выставки пришло огромное количество гостей, среди которых представители власти, работники культуры, родители и ученики Марии. Девушка уже много лет работает в школе искусств педагогом. Много слов было сказано в адрес молодой художницы, много положительных отзывов. Каждый посетитель в коллекции Марии нашел себе близкую по духу картину. Вот я как-то сразу обратила внимание почему-то именно на ту картину, о которой говорила сама Мария. Вот болото заинтриговало, вот начала притягивать. Не знаю, что-то, наверное, свое я в этой картине увидела. И каждая работа чем-то очень-очень особенным отличается друг от друга. Вот эти работы. Ну, замечательно, браво мастеру. Валентин Калмазан, как и другие гости, впечатлен выставкой. Мужчина заметил, что Мария неравнодушна к природе. По ее полотнам видна большая любовь к ней. Это любовь к небу. Небо невероятно живое, вода невероятно живая. Ну, профессионал. Что вот можно сказать, есть несколько работ, которые настолько глубоки и профессионально исполнены, от которых вот искренне не оторвать глаза. После выставки Мария призналась, вдохновение появилось и еще больше. Хочется нарисовать что-то стоящее, глобальное. Теперь желание больше творить, больше писать. И, конечно, провести еще не одну персональную выставку. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
Юная нирингринка Дарья Черникова стала чемпионкой первенства республики по гиревому спорту и абсолютной чемпионкой этого турнира среди девушек. Она побила свой личный рекорд и выполнила первый спортивный разряд. Со спортсменкой встретилась Ирина Кичигина. В детстве Даша, как и все девочки, играла в куклы и читала книжки. Родители отдали ее на джиу-джитсу, где она прозанималась более 3 лет. А в гиревой спорт Дашу привел папа. Сам он, любитель потягать гири, посоветовал дочке попробовать заняться этим видом спорта. На первую тренировку я еле-еле круг один пробежала. Сейчас у меня на одну тренировку вводится 11-12 кругов. Вот так вот. В основном у меня тренировка – это гири и бег. Ну, папа просто сказал, пойдем попробуешь. Я пробовала, мне понравилось. Начала ходить. 9 апреля первая тренировка была. Ровно год скоро будет. Выносливость развивается, в первую очередь. Выносливость, дыхание. Для известной гиревички республики Марии Морозовой Даша первая подопечная, которую она тренирует. По ее словам, плечи, руки должны быть свободны от нагрузки. Гирю нужно рвать с помощью ног, живота, диафрагмы. Но чтобы побеждать в этом виде спорта, одной техники недостаточно. Важен и характер, и сила духа. Именно эти качества помогают достигать высоких результатов. Результаты есть. Девочка очень такая прям сильная, упорная, физически развитая. Работаем. Дальше у нас еще 3 старта будет. Это будет апрель у нас, это будет Бурятия опять будет осенью, под Новый год турнир. И планируем на следующий год попасть на первенство России по детям и попытаться там выиграть. Эти соревнования Дарье дались несложно. Гиря весом 16 килограмм шла легко, 156 рывков дались без особого труда. Победа была неожиданной и приятной как для самой спортсменки, так и для тренера и родных. У меня была цель хотя бы в тройку выйти. А тут первое место, я очень была рада. Сразу после соревнований позвонила Маше. Она за меня рада была. Она в слезах, слезы счастья у нее были. Вот. Поздравляли меня, очень много в школе поздравляли. Родные поздравляли. Все поддерживали меня. В планах у чемпионки постепенно увеличивать вес гири и дойти до соревновательного веса 24 килограмма. А сильный характер и воля к победе помогут осуществить намеченные цели. Ирина Кичигина, Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нирингри. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.